Национальный гимн Республики Абхазия знаменовал начало осенней сессии парламента. Первым вопросом повестки дня народные избранники рассмотрели законопроект об оружии. Его представил руководитель парламентского комитета по обороне и национальной безопасности Илья Гунья. По его словам, данный проект закона был принят в первом чтении еще 3 года назад, а до настоящего времени в сфере оборота оружия используется положение о порядке оборота огнестрельного оружия, утвержденное постановлением Президиума Верховного Совета Абхазии еще в 1994 году. Депутат также подчеркнул, что неконтролируемый оборот оружия создает повышенную опасность и сопряжен с различного рода угрозами правам и законным интересам граждан, безопасности государства. По мнению Ильи Гунья, принятие закона не терпит отлагательств. Должен сказать, что проект ко второму чтению, естественно, претерпел значительные изменения, но тем не менее при рассмотрении этого закона ко второму чтению у коллег возникли ряд замечаний, и также замечания к этому законопроекту есть, мы говорили об этом, есть у представителя президента. В основном, конечно, они касаются разночтения тех или иных статей этого закона, да, и есть все-таки недоработки юридического характера. Поэтому комитет решил, что будет выносить, чтобы закон принимался в 4 чтениях, а сегодня принять его во 2 чтении. Присутствовавший на заседании сессии парламента министр внутренних дел Дмитрий Дбар также отметил, что министерство направит свои предложения по внесению поправок в части регулирования законопроекта об оружии. В итоге депутаты проголосовали за принятие законопроекта во 2 чтении. Народные избранники также внесли некоторые изменения в законопроект о статусе военнослужащих. Речь идет о предоставлении военным разового 30-дневного дополнительного отпуска, общая продолжительность службы которых составляет 20 лет и более, а также тех, кто достиг предельного возраста пребывания на службе. Данный проект закона он дополняет. Почему? Потому что иногда срок военной службы продлевается по достижению, чтобы у военнослужащих была возможность получить этот отпуск и дальше, если не успела воспользоваться им до того. Значит, в части компенсации здесь немножко другая система, потому что военнослужащий находится на денежном довольстве, и сколько он находится на военной службе, столько он получает денежное довольствие. То есть отпуск и компенсация здесь в этой части неприменимы. Мы поддерживаем принятие этого закона в 1 чтении. Затем депутаты рассмотрели постановление об амнистии во знаменование 27-й годовщины Дня Победы и независимости Абхазии и постановление о порядке ее применения. Проекты закона представил председатель парламентского комитета по государственно-правовой политике Валерий Агрба. Согласно постановлению, амнистия распространяется на осужденных на срок до 3 и 5 лет включительно, лиц, принимавших участие в боевых действиях Отечественной войны народа Абхазии, резервистов, участников операции по освобождению Кудорского ущелья в 2008 году, лиц, впервые привлеченных к уголовной ответственности. Освобождаются от наказания в виде лишения свободы, независимо от срока наказания, следующие категории лиц. Лиц, совершивших преступления по неосторожности. Женщин, имеющих несовершеннолетних детей или детей-инвалидов, а также беременных женщин. Женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет. Инвалидов 1 и 2 группы, больных туберкулезом, отнесенных к 1 и 2 группе диспансерного учета. Больных онкологическими заболеваниями 3 или 4 клинической группы, а также больных с последствиями перенесенного инсульта средней и тяжелой степени тяжести, несовершеннолетних. Освободить от наказания условно осужденных, которым со дня вступления в силу настоящего постановления неотбытая часть наказания заменена более мягким видом наказания или отбывание наказания, которым отсрочено, а также осужденных к наказанию, не связанных с лишением свободы. Это вот категория, на кого распространяется амнистия. В ходе активного обсуждения данного постановления часть депутатов высказалась против принятия амнистии. Честно говоря, не могу понять, вот когда появилось слово «Кудорское ущелье», когда некоторые вещи появились, у меня возникла такая ситуация, что это мы принимаем специализированный закон по каким-то конкретным людям, которых нужно оттуда вытащить. Здесь, честно говоря, я вот сижу с догадками, под кого вообще это мы амнистию принимаем. У меня создается впечатление под кого-то. Окажемся в очень некрасивой ситуации. Мы не можем завтра приглашать других людей. Если нужна какая-то конкретная амнистия в отношении какого-то конкретного осужденного, или же, я не знаю, если конкретно, слушайте, тогда пусть соберутся, напишут в отношении этого, письмо, обратятся к президенту и так далее. Это другой вопрос. Да, есть комиссия по помилованию, не обратитесь туда. Мы здесь, Наталья Викторовна абсолютно правильно, мы опять выпускаем, чтобы они завтра совершили, кто их будет ловить, я не знаю, как мы с вами будем требовать от них, что мы им скажем, что вы, депутаты, принимаете
Мы сажаем, вы их отпускаете. Ну давайте, если есть такие страшно больные, давайте депутаты парламента пусть рассмотрят, пойдемте все вместе, обратимся к президенту, обратимся в комиссию по конкретным лицам. Если такое есть, пойдем. А так что мы делаем? Мы не можем проводить амнистию, когда нам заблагорассудится. Год, через 2, через 3. Давайте скажем, в 5 лет раз, по юбилейным датам, так будет правильнее. Сегодня примем и давайте инициировать. Я еще раз повторяюсь, обращаюсь ко всем коллегам, чтобы это не было каждый год, и потом мы не обвиняли Генеральную прокуратуру, милицию, что они кого-то сажают, а мы кого-то амнистируем. Сделаем это, приурочим это к юбилейным каким-то датам. Это будет правильно, а не каждый год или 2 проводить амнистию. Постоянный представитель президента в парламенте Саида Бутова отметила, что администрация главы государства присылала свои предложения по постановлению об амнистии на комитетское заседание. Однако они не были рассмотрены депутатами. Не были учтены и некоторые замечания Генпрокуратуры, которая считает принятие амнистии нецелесообразной. Мы понимаем, что это прерогатива парламента, это исключительная ваша компетенция сегодня принимать это постановление или нет. Ваши полномочия мы не умаляем. Но как представитель правоохранительных органов, в частности прокуратуры, хочу озвучить следующее, что вы, уважаемые депутаты, знаете, что в этом году у нас проводится серьезная борьба. Сегодня у нас мнение на всех площадках, что необходимо проводить серьезную, жесткую борьбу. То, что мы пытаемся и сделать. В прошлом году были совершены ряд громких преступлений, по которым у нас сегодня задержаны, осуждены лица по убийствам, похищениям людей. Не исключено, что если будет такой проект амнистии будет принят, что многие из них не представят нам справки о том, что они были участниками по освобождению Кудорского ущелья, могут предоставить еще и другие справки, что они перенесли заболевания в виде инсульта средней и тяжкой степени. Поэтому все вот эти моменты необходимо учитывать. Прокуратура, мы выражаем свою позицию по этому поводу, и учитывая, что сегодня, на мой взгляд, еще не назрела такая ситуация в обществе для того, чтобы принимать подобного рода постановления, мы считаем, что принятие вообще такого акта на сегодняшний день нецелесообразно. В итоге, после долгого обсуждения большинством голосов депутаты приняли постановление об амнистии и порядок его применения. Кроме того, на заседании сессии парламента было принято решение о переносе даты выборов депутатов местного самоуправления на 11 мая 2021 года в связи с эпидемиологической обстановкой в республике. Также народные избранники обратились к президенту с просьбой об отмене массовых праздничных мероприятий, приуроченных к 27-й годовщине победы в Отечественной войне народа Абхазии. И в завершении заседания сессии парламента депутаты объявили 18 марта Днем образования профсоюза в Абхазии. Отныне эта дата считается праздничным рабочим днем. Алика Трапш, Ильдар Дамиров, Томас Чиковани. Абхазское телевидение.